находимся на мясоперерабатывающем комплексе агрохолдинга «Талина». Для того, чтобы попасть в цеха предприятия, нужно следовать всем обязательным условиям. Снять с себя все металлические предметы, украшения, часы, надеть специальную стерильную одежду, обувь и шапочку, пройти через сам пропускник, где руки обрабатываются дезинфицирующим раствором. Начало производства – это цех обвалки и изготовления полуфабрикатов. Сюда со свинокомплексов холдинга поступает охлажденное мясо. Оно полезнее замороженного. В его составе сохраняются все аминокислоты и витамины. 12 государственных ветеринарных врачей проверяют его качество. Штамп на туше свидетельствует о его безопасности. Здесь происходит разделка полутуш, отделение мяса от костей и разделение его по сортам. Обвальщики делят туши на более мелкие части – отрубы. Жиловщики отделяют мелкие косточки, сухожилия, хрящи и пленки. Часть мяса сразу упаковывается. Это охлажденные полуфабрикаты. Охлажденная свинина, произведенная на предприятии «Талина», пришлась по вкусу даже экспертам Первого канала. В 2011 году свиная вырезка заняла первое место в конкурсе программы «Контрольная закупка». Другая часть мяса измельчается. Она идет на производство колбасы, сосисок, сарделек, пельменей, блинчиков и котлет. В цехе изготовления колбасных изделий в большом промышленном миксере «Хуторе» перемешивается фарш. Добавляются натуральные специи. На формовочных линиях фаршем наполняются оболочки. Затем колбаса направляется в термическое отделение, где производится многоступенчатый процесс термообработки. Копчение происходит на натуральной буковой щепе, без использования химических ароматизаторов, таких как жидкий дым. Доведенные до кулинарной готовности колбасные изделия сначала охлаждаются под душем, а затем в тоннеле интенсивного охлаждения. Каждая партия продукции исследуется в лаборатории. Оцениваются внешний вид, вкус, цвет, запах. Определяются микробиологические показатели, показатели содержания белка, жира, влаги, соли. На основании результатов выдаются сертификат соответствия, качественное удостоверение и государственное ветеринарное свидетельство. После этого колбаса поступает в цех упаковки. Большая часть колбасных изделий выпускается в вакуумной упаковке или в упаковке с применением защитно-газовой атмосферы. Современные технологии помогают сохранить свежесть и питательные свойства. Упакованная продукция отправляется в экспедицию для реализации. География продаж постоянно расширяется. Сегодня продукция реализуется в 45 регионах страны. А сейчас нас ждет самое интересное – дегустация. Чтобы оценить вкус и качество колбасы, ее нужно пробовать по правилам. Мы берем тонкий кусочек, смотрим на его цвет и рисунок среза. Они будут отличаться в зависимости от наименования продукта. Например, сырокопченая колбаса брауншвейгская должна иметь довольно темный коричнево-красный цвет. Ее срез имеет характерный рисунок. Кубики примерно по 8 мм. А вареная колбаса докторская должна отличаться упругой консистенцией, иметь сухую поверхность, без бульонных отеков, на срезе светло-розовая. Потом вдыхаем аромат и лишь затем дегустируем. Когда мы пробуем разные колбасные изделия
и хотим во всей полноте ощутить их вкус, нужно нейтрализовать вкусовые рецепторы. Между дегустацией продуктов рекомендуется пить негазированную воду. Приятного аппетита!